Нашим предкам неоднократно приходилось отражать нашествие орд кочевников. В жестокой сече, в огне сражений крепло и развивалось единое отечество. В первой половине XIII века булгарские, мордовские и русские земли первыми в Восточной Европе испытали на себе мощный удар монгольских орд. И сразу на правобережье Суры Батухан, предводитель монголов, нарвался на яростное сопротивление в лице защитников города-крепости Буртас. Противостоял захватчикам настоящий интернационал – русские, мордва, булгары, буртасы и даже аскизы-алтайцы. Защитники крепости погибли, но их героическая оборона объективно способствовала ослаблению мощи монгольского нашествия на Русь. Только в декабре орды Батыевы подступили к стенам Рязани. Огнем и мечом пройдя мордовские земли, Батый, тем не менее, посчитал Мордву мелким противником. Но здесь он просчитался. Уже в 1239 году Мордва восстала. Опорными пунктами восстания послужили те самые укрепленные места, куда ушли непокорившиеся – Тверди. И вот отличительной чертой этого восстания было то, что к нему присоединились русские города. Города Радилов на Волге, Гороховец, Муром. Восстание охватило и Рязанскую землю. И Батый вынужден был направить на подавление восставших огромнейший карательный корпус – 40 тысяч всадников. Неся тяжелые потери, монголы подавили восстание. Корпуса Гуюка, Мунке, Хадана и Бури после упорных боев привели часть мордовского народа к покорности. Пострадали и русские города – Муром, Гороховец, Нижний Новгород. Совместно с русским и другими народами Поволжья Мордва восставала и в 1242 году. Тогда на усмирение непокорных Батый бросил войска под предводительством Чингизида Мунке и одного из знаменитых полководцев Средневековья Субудай-Богатура. Описывая этот поход, планы Карпини монах-францисканец отметил: они пришли в землю мордванов, которые суть язычники, и победили их войною. Походы Батухана и его полководцев существенно ослабили русские и мордовские земли. Хозяйство разграблено, люди убиты, дружины разгромлены, многие угнаны в полон, в рабство. Численность Мордвы сократилась до 100 тысяч. Мордовский народ попал под злогорькое иноземное иго. Сложилась форма первоначальной эксплуатации окраинных мордовских и русских земель, набеги больших и малых орд. Они были многочисленные и системные. Только в 80-е годы XIII века неоднократно монголы тревожили границу русских и мордовских земель, жгли Муром, Рязань, громили Мордву. Самые опустошительные после Батыя набеги. Показательный пример непокорности мордовских земель – трагическая судьба макшанской княгини Нарчатки. Была у нее крепость на слиянии рек Шелдаиса и Большой Лыжовки. Неподалеку ныне расположился город Наровчат. Была княгиня богатой, табуны скота имела, много меда, хлеба было в ее клетях. Была Нарчатка красавицей и имела богатырскую силу. А когда пришла лихая година, нагрянули монголы, не срабела княгиня, собрала свое мордовское войско и вышла воевать. Сильно и ловко бились ее воины, но в неравном бою почти вся Мордва полегла. Ранили и Нарчатку в руку, и меч уронила она в том бою. Как увидела она, что побито ее войско, не смогла стерпеть и бросилась с конем в реку. И Нарчатка поскакала к Мокше, погнала коня через стремнину. Там за Мокшей, за родимой Мокшей, за широкой и привольной Мокшей мой народ живет и ждет Нарчатку. Подниму его и гибель хану. Только плыть Саврасому все хуже. Силу выложил Саврасой в битве. Да на нем Нарчатка вся в доспехах. Тянет медь на дно, железо тянет. Ослабел неистовый Саврасой, а до берега еще далеко. Ох и широки просторы Мокши, ох и глубоки ее глубины. Ох, не вышла на берег Нарчатка,
в темном омуте она осталась. А всего, отмечают летописцы, в последней четверти 13 столетия монголы 15 раз предпринимали карательные экспедиции на Русь, и каждый раз их путь лежал через мордовские земли. Почти каждый год малые или большие орды опустошали Мордовский край. Жестокостью веяло с восточных степей, откуда Золотая Орда, словно дракон, вдруг испускала языки дыма и пламени. Расходились злые басурманы, черные душманы разъярились, зажирели гады, обнаглели, над рзянами поиздевались крепко, над макшанами измывались долго, грабили рзян, как им хотелось, грабили макшан они досыта, убивали просто по хотению, нерасцветших девушек погожих на миру бесчестили, осклабясь, пареньков до срока неокрепших на чужбину скопом угоняли, их могил далеких не отыщешь. Но все отчетливее просматривается сочувственное отношение мордовского населения к оформляющемуся московскому государству, русской княжеской власти. Порождено оно было осознанием того, что существует общий враг – Золотая Орда, а сила в единении. Наиболее ярким примером совпадения интересов русских и мордвы при защите своих земель и своего крова явились события зимы 1444 года. Сражение произошло под Переяславцем Рязанским на речке Листани. И промолвил слово тут о зятя, к русским братьям старец обращался. В общем горе мы доселе жили, вместе общую несли мы тяжесть, вместе мы избавились от горя, вместе сбросили мы тяжесть злую. А вот как это описывают летописцы в изложении великого русского историка Николая Михайловича Карамзина. В 6951 году от сотворения мира или в 1444 году от Рождества Христова зимой приходиша татарове большие орды на Рязанские Украины, и много зла сотвориша, и отыдоша с полоном. Царевич Золотой Орды именем Мустафа, желая добычи, вступил в Рязанскую область, пленил множество безоружных людей и, взяв за них откуп, ушел в степи и разбил стан, где стал торговать пленниками. Зима в этот год была снежной, холодной, с вихрями, летом же степь горела, поэтому корма для лошадей под снегом не было. Неприхотливые татарские лошадки умели разрывать копытами снег и добывать мерзлую траву, однако необычайно сильные снежные заносы и летние пожары оставили их без привычной пищи и обрекли на голодную смерть. Мустафа решил вновь идти на Рязань, требуя уже не денег, а только убежища. Мустафа же паки прииди в Рязань на миру, хотя зимовать и в Рязани. Бе бой ему супротивно на поле, а поле всю осень пожаром по горе. А зима люта и вельми зла, и снези велицы, и ветри, и вихри сильни. И того ради миром прииди в Рязань, и хоте зимовать и в Рязани, ну же ради великие. Рязанцы, узнав об этом, отрядили гонцов за помощью. Откликаясь на просьбу, великий князь московский Василий Темный послал рать под воеводством князя Василия Оболенского и Андрея Федоровича Галтяева. Гонцы поскакали и в Мордовский край. Мордовские инязры отправили на помощь отряды, как пишет летописец, на ртах, то есть лыжах, с улицами, это такие короткие копья, и с рогатинами и саблями. Московские воеводы хладнокровно учли измотанность золотоордынских воинов. Они приняли решение уничтожить окруженных ордынцев. Поставив своих воинов на лыжи, они вооружили их дубинами, топорами и рогатинами. Вид степного воинства был далеко не лучшим. Татары же отнюдь охудеша и померзоша, и без кони быша, и от великого мраза, и студени великие, и ветры, и вихра, луки их и стрелы ни во что же быша. Удар наносился с трех сторон – московскими полками, мордвою и рязанцами. Бой проходил в сильную пургу. Воины Мустафы дрались пешими, так как лошади пали. Они не могли действовать обледенелыми луками, но живыми в руки не давались. В сложившейся ситуации у ордынцев не оставалось шансов на победу, но это были стойкие бойцы,
мужеством которых невольно восхищается и русский летописец. Как затравленные волки, люди Мустафы решили дорого продать свои жизни. Татаровежи никакого же давахуся в руки, но резашися крепко. После ожесточенного сражения почти весь отряд во главе с самим Мустафой остался лежать на окровавленном снегу. Да, в рассказе об этом побоище в русской летописи впервые сквозит сочувствие к татарам. И это глубоко символично. Возможно, на чисто интуитивном уровне русские летописцы зафиксировали новую общегосударственную реалию – вхождение в единое российское отечество нового народа, имеющего в прадедах и булгар, и пришедших с монголами тюрок, народа, без которого дальнейшая российская история представляется неполной. Это татарский народ. Русские, мордва, татары вне пределов России стало теперь немыслимым их существование.